Поднять паруса. По таким лозунгам Лига Алания вновь открыла свои двери для любителей юмора. На сцене рекордное количество команд – 15. Новички соревнуются с уже опытными игроками. Шутка дня – кража невесты. КВНщики посоветовали девушкам приобрести защитный шлем. Если вдруг уронят, чтоб не покалечиться. В этот день свадебным приколам уделили особое внимание. Дамы и господа, в правом углу бабушка Хадижа, чемпионка республики по плевкам, 100-тысячным попаданием под фату невесты. В левом углу многократная чемпионка своего угла по неоднократному выходу замуж. Темы выступления участников совсем разные. Студенты медицинской академии и ветеринарного факультета ГГУ сделали упор на свою профессию. Команда Карне де Торо шутила на политические темы. Многие команды предложили свой вариант сценария знаменитого фильма «50 оттенков серого». Ну а теперь давайте посмотрим, что было бы, если бы 50 оттенков серого сняли в Осетии. В этот день зал был заполнен до отказа. Всем хотелось посмотреть триумфальное возвращение осетинского КВНа. Среди почетных гостей работники культуры, известные спортсмены и председатель правительства республики Сергей Такоев. Приятно, что сегодня мы видим, что КВН в республике возрождается. Есть и было много лет хорошие традиции, когда гремели наши команды на всероссийском уровне. И сегодня мы видим, да, то, что уже 15 команд участвует, это радует. Были временами очень смешные шутки. Я надеюсь, что мы вернем осетинскому КВН былую славу. После трехчасового юмора жюри единогласно решило пропустить в следующий этап все команды. У ребят появился уникальный шанс еще раз доказать, что именно они должны идти дальше во взрослый КВН. Ангелина Васильева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.